Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры единобожники. С позволения Аллаха Субханаху ва Тааля мы продолжаем читать книгу изучения Ля Иляха Иллаллах. И альхамдулиллах, мы с вами прошли 10 глав и дошли до 11 главы, которая является условия неверия в Тагута. Мы знаем, что Аллах Субханаху ва Тааля установил условия каждого поклонения, чтобы она была действительной. И условия неверия в Тагута являются первые – это считать ложным многобожие и отстраниться. Второе – отрекаться от многобожников и от тех, кому они поклоняются. Третье – считать неверными тех, кто совершил ширк и тагутов. Четвертое – враждовать с многобожниками и тагутами при возможности. Пятое – ненавидеть многобожников и тагутов. Если будет отсутствовать какое-либо из этих условий, то свидетельство шахады, свидетельство ля иляха илляллах не будет действительно. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, указывая нам прекрасный пример, приводя своего любимца, приводя своего друга Халиля, говорит, «Кад канат лакум усватун хасанатун фи Ибрахима валладзина ма'ах». إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним, все пророки. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и от тех, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы считаем вас неверными, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Сура Мумтахана, 4 аят. Бурхануддин аль-Бакаи, рахимахуллах, говорит: «فإنه لم يأتي النبي إلا بتكفير المشركين كما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله الأنبياء أولاد علات уммахатухум шатта ва динухум вахид». Поистине не пришел ни один пророк, алейхимуссалату вассалям, ни с чем иным, кроме как с такфиром мушриков, как на это указал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своими словами: «Пророки братья одного отца, разные матеря, но одна религия». Эти слова имама передаются в тафсир Назмуд Дурар во втором томе 446 страницы. Все пророки мира им приходили, считая многобожие ложным, и с такфиром всем, кто совершает это многобожие, так как это требует шахада, этого требует ля иляха илляллах, чтобы мы выносили такфир тагутам и его последователям, и поклонникам тагута. И Мухаммад ибн Абдил-Ваххаб, рахимахуллах, говорит: «Ва амма сифату куфри бит тагут, фа ан та'такида бутлана ибадати гайри Аллахи, ва татрукаха, ва тубгидаха, ва тукаффира ахляха, ва туадияхум». Описание неверия в Тагута, чтобы ты был убежден в ложности поклонения кому-либо помимо Аллаха и оставил это поклонение, проявление ненависти к ним и вынесение такфира тем, кто совершает многобожие, и вражда с ними. Эти его слова передаются в Ад-Дура Руссания в первом томе в страницах 161 и 162. Также имам Мухаммад ибн Абдил-Ваххаб, рахматуллахи алейхи, говорит: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعبد فيه غير الله من الجن أو الإنس أو شجر أو حجر أو غير ذلك وتشهد عليهم بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو أخوك. الله أكبر. Смысл неверия в Тагута, куфр бит тагут, это означает отречение от всех, кому поклоняются помимо Аллаха, будь это джин, человек, дерево, камень или что-то другое, а также свидетельствовать о куфре и заблуждении этих людей. Ненавидеть таких людей, даже если это твой отец или же брат. Эти слова имама передаются в Ад-Дура Руссания во втором томе, в странице 121. Так посмотрите же, о дорогие братья, как имамы этой религии объясняли ма'на куфру бит тагут, либо же сифа куфру бит тагут, описание неверия в Тагута, или же смысл неверия в Тагута, это означает, чтобы мы считали батылом, ложными это поклонение и то, кому они поклоняются, этих Тагутов. Мы должны отречься от них,
выносить такфир тем, кто поклоняются им. Будь это тот тагут, которому они поклоняются, он является в могиле, либо же живой, либо же дерево, либо же джин, либо же человек. Тот, кто поклоняется могиле, является мушриком, мы должны отречься от него и свидетельствовать, что он является кафиром и заблудшим, и ненавидеть таких, и даже если это твой брат или же это твой отец. Аллаху Акбар. Сегодня из-за гурбатуддин, сегодня из-за того, что люди не изучают основу религии, сегодня так называемые обладающие знанием, которые днем и ночью призывают, видишь то, что, субханаллах, какой-то демократ, его брат, он говорит, это мой брат. Видишь то, что какой-то депутат, валяяду биллях, демократическое государство, говорит, это мой брат, это ахи. Несмотря на то, что он делает куфр, несмотря на то, что он делает куфр амали, либо же куфр и'атикади, в и'атикаде он является, субханаллах, демократом, либо же секуляристом, валяяду биллях. И вот эти все танакудаты, вот эти все противоречия приходят оттуда, когда человек не изучает основу религии. Когда он перемешивает все, перемешивает основу религии с второстепенными вопросами. Он говорит, у каждого есть проблемы, у каждого есть ошибки. Конечно, но не в основе. В основе религии ошибки не принимаются, в куфре ошибка не принимается. Он не сказал это сабхатуль лисаном, чтобы был оправдан. Нет, человек убежден этим, совершает действия, живет поэтому 20, 30, 40, 50 лет и говорят то, что что он муслим. И говорит Хамд ибн Атик, рахимахуллах, بل أمره الله أن يصرح بكفر الكافرين وبراءتهم من الدين بقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وأمثال هذا في القرآن كثير وبالجملة فالأصل دين جميع الرسل هو القيام بالتوحيد ومحبته ومحبة أهله وموالاتهم وإنكار الشرك وتكفير أهله وبغضهم وإظهار عداوتهم. الله أكبر. Имам Хамд ибн Атик, рахимахуллах, говорит, приказал Аллах своему посланнику ясно сказать о куфре неверных и их непричастности к религии своими словами: «Скажи, о вы кафиры, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, и вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я». И подобного в Коране очень много. И то, что основа религии всех пророков – это таухид, мир им алейхимуссалям, да пребудет над ними мир Аллаха. Основа религии всех пророков – это таухид, и любовь к нему, и любовь к мувахидам, любовь к ахлю таухид, и проявление любви к ним. Мы должны любить мусульманина, мы должны любить мувахида, единобожника. От этого требует от нас религия. И также отрицание ширка и такфир мушриков, и ненависть к ним, и выявление вражды к ними. Эти слова имама передаются в Адура Русания в 8 томе, в 418 странице. Так посмотрите, дорогие братья, что от нас религия требует любовь к мусульманам, хорошее отношение к мусульманам, ненависть и вражда к неверующим, вынесение такфира неверующим, без которого что? Не будет выполнен куфр бит-тагут, а тот, у кого нету куфра бит-тагут, он не является мусульманином. Это является шартуль иман, это является условием, чтобы было действительно иман. Куфр бит-тагут, Аллах говорит, «Фама якфур бит-тагут ва ю'мин биллах». В первую очередь что? В первую очередь ан-нафи, отрицание всех божеств, кому поклоняются помимо Аллаха, считать их неверными, и считать тех, которые поклоняются им, неверными, заблудшими, поклоняющимися помимо Аллаха, субханаху ва тааля, вынесение им такфира, непричастность к ним и вражды и сражения при возможности. Говорит Сулейман ибн Сахман, рахимахуллах, فَمَنْ لَا يُكَفِّرْ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ وَلَمْ يَتَبَرَّأْ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا يَنْفَعُهُ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ألا إخلاص العبادة جميع الأنواع لله وحده لا شريك له وتكفير من تركها وبراءة من الشرك وأهله وتكفير من فعله وهذا هو أصل الدين الإسلام وقاعدته التي تبنى عليه. И кто не вынес такфир тому, кто совершил многобожие в поклонении
и не отрекся от него, тот не является муслимом в действительности и не принесет ему пользы слова «Ла иляха илляллах», кроме как с искренним очищением всех видов поклонения единому Аллаху, не предавая ему сотоварищей, и вынесением такфира тому, кто оставил это, отречением от ширка и его приверженцев, вынесение такфира тому, кто его совершает. Это и есть основа религии ислам и ее фундамент, на котором она строится. Эти его слова передаются в Аддия аш-Шарик в странице 168. Мы должны выносить такфир. Такфир кафирам и многобожникам. Это является поклонением, потому что это хукм Аллаха субханаху ва тааля. Такфир иудеев, христиан, огнепоклонников, тагутов не причисляют, то есть исконных кафиров, это аслюддин, это основа религии. А такфир мунтасаба, который причисляет себя к исламу, это мин ваджибатуддин. Когда куфр какого-то мунтасаба, который сказал «Ла иляха илляллах», либо проявил ислам, и после которого он попал в куфр, это ваджиб, чтобы ему вынести такфир. Человек приходит, говорит «Ла иляха илляллах», после идет и поклоняется могилам. Ваджиб вынести ему такфир. Вал'аяду биллах. И Абдуррахман ибн Хасан, рахимахуллах, говорит: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بتجرد من الشرك الأكبر وبراءة منه وممن فعله. Единогласное мнение ученых из числа салафов и халяфов, также из подвижников и табиинов, и всех 4 имамов, и всего ахлю сунна, что человек не будет мусульманином, кроме как если освободится от большого ширка, отречется от него и от того, кто его совершает. Эти его слова передаются в Ад-Дура Руссания в 11 томе 545 странице. И также Абдуллах ибн Абдул-Латиф, рахимахуллах, говорит: وقد علمتم ما أوجب الله عليكم من المعرفة دينه وإخلاص العبادة له وبراءة ممن أشرك به وأن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله دلت على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وبراءة ممن أشرك به ولا يستقيم الإسلام العبد إلا بذلك. Поистине вы не познаете, поистине вы знаете, что Аллах обязал вам из познания его религии, искренность в поклонении одному ему, отречение от тех, кто предает ему сотоварищей, и то, что слова искренности, это «Ла иляха илляллах», указывают на очищение поклонения одному Аллаху, у которого нет сотоварищей, и отречение от всех, кто ему предает сотоварищей, и не будет действительным ислам раба, кроме как с этим. Кроме как с чем? С поклонением одному Аллаху субханаху ва тааля и непричастностью к многобожию и к многобожникам. Проявление непричастности к ним, проявление непричастности к тагуту и к его поклонникам, те, которые поклоняются им. Не будет ислам раба действительным до тех пор, пока он что? Он не будет посвящать поклонение только одному Аллаху субханаху ва тааля. И после этого не будет отрекаться от многобожников и от многобожия. Как это мы проходили в предыдущих уроках, что отрекаться от тех мушриков, которые поклоняются другому помимо Аллаха, первичнее от отрекания их божеств. Каким образом аклу салим, который здравоумный человек, может считать идола кафиром, а того, кто поклоняется идола, его считать муслимом? Вал'аяду биллах. Либо оправдывать его по невежеству, что нету оправдания по невежеству в большом ширке. Что нету оправдания по невежеству в большом ширке. Вал'аяду биллах. Просим Аллаха субханаху ва тааля уберечь нас от этого. Просим Аллаха субханаху ва тааля уберечь нас от этого. И имам Абдуррахман ибн Хасан, рахимахуллах, говорит: «Ман арафа ма'на ла иляха илляллах, عرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت». Субхан Аллах. Кто познал, говорит, истинный смысл слов «Ла иляха илляллах», знает, что кто сомневается или колебается в куфре того, кто предает Аллаху сотоварищей, он не выполнил неверие в тагута. Почему? Потому что такфир мушриков, считать их поклонение ложным, считать их неверными и заблудшими,
Это из условий действительности куфр бит-тагут. Кто не вносит такфир и не считает неверными тех, которые поклоняются тагутам, не является мусульманином. Он не познал смысл ля иляха илляллах, который зыждется на куфру бит-тагут, который является что? Условием действительности имана, условием действительности ля иляха илляллах, это куфр бит-тагут. Тот, у кого нету куфра бит-тагут, он не является мусульманином. Он солгал, когда сказал ля иляха илляллах. И сколько же сегодня людей, которые, субханаллах, не знают об этом, не знают о своей религии, не изучают основу религии и из-за этого попадают в разные виды многобожия, чем они не являются оправданными. Незнание не является оправданием. И нет оправдания по невежеству, по незнанию. В основах религии, в таухиде, в ширке нету оправдания по невежеству. Также шейх Сулейман ибн Сахман, рахимахуллах, говорил: «Фаида табайяна лака хаза, фа'алам, أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفي في نجاة وحده بل لا بد مع ذلك من تكفيرهم وبراءة منهم ومن دينهم». Аллаху Акбар. Обратите же внимание на слова шейха. Шейх Сулейман ибн Сахман, рахимахуллах, говорит: «И если то, что нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха, стало для тебя ясным, знай же, что одного лишь убеждения в ложности поклонения кому-либо помимо Аллаха недостаточно для спасения. Необходимо вместе с этим выносить такфир многобожникам, отрекаться от них и от их многобожия. И невозможно, чтобы человек считал идола батылом, но не считал тех, кому поклоняются им батылами, кафирами, многобожниками, которые посвящают поклонение помимо Аллаха субханаху ва та'аля, которые посвящают поклонение помимо Аллаха субханаху ва та'аля другим божествам, взял себе нидда, валь-аяду биллах, в то время как Аллах азза ва джалла создал его». И имам Муслим, рахимахуллах, приводит хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Ман каля ла иляха илляллах, ва кафара бима ю'баду мин дуниллах, харума малуху ва дамух, ва хисабуху аля Аллах». Ва фи риваятин: «Ман ваххада Аллаха, thumma закара бимитhlихи». Кто скажет ла иляха илляллах и проявит неверие в тагута, то есть всему, чему поклоняются помимо Аллаха, становится запретным его кровь и имущество, а расчет его у Аллаха. Посмотрите, дорогие братья, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: кто скажет ля иляха илляллах, и этого достаточно? Нет, этого недостаточно. Недостаточно просто сказать то, что Аллах достоин поклонения. Этим не устанавливается таухид аль-улухия, не является действительным таухид до тех пор, пока не будет что? Не проявить неверие в тагута, всему, чему поклоняются помимо Аллаха, не будет проявлять непричастность и выносить такфир многобожникам, проявлять непричастность как к тагутам, так и поклоняющимся тагутам. Те, которые обращаются на суд к тагута, они веруют в тагута. Как это мы разобрали в книге «Кто такой тагут» и как проявляется куфр бит-тагут. И в разъяснении этого хадиса, дорогие братья и сестры единобожники, имам Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, муджаддид, говорит: «Исматуль мали ва дам би амрайн. Аль-амру аль-аввал каулу ла иляха илляллах. Аль-амру аль-thani аль-куфру бима ю'баду мин дуниллах. فلا يعصم دم العبد وماله حتى يأتي بهذين الأمرين. الأول قول لا إله إلا الله والمراد معناها لا مجرد لفظها ومعناها هو التوحيد الله بجميع أنواع العبادة. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير المشركين وبراءة منهم ومما يعبدون مع الله». Аллаху Акбар. Имам Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, имам единобожников, говорит: «И не становится запретом кровь раба и его имущество, пока он не выполнит эти две вещи, две условия. Первое – это слова «Ла иляха илляллах». Под этим подразумевается ее смысл, а не просто произношение его языком. Ее смысл – это единобожие в Аллаха, то есть уединять Аллаха во всех видах поклонения. Человек, который говорит «Ла иляха илляллах», идет и поклоняется другому помимо Аллаха, он
не понял, что такое ля иляха илляллах. Он не познал, что такое ля иляха илляллах. Человек, который говорит в молитве ля иляха илляллах, заканчивая молитву, идет и просит у могил, он не понял, что такое смысл ля иляха илляллах. Он не выполнил это условие. И вернемся к словам шейха, который говорит, второе – это неверие в тагута, во все, чему поклоняются помимо Аллаха. И под этим подразумевается такфир мушриков и непричастность к ним, и к тем, кому они поклоняются помимо Аллаха. К тем, кому они поклоняются помимо Аллаха, субханаху ва та'аля. Аллаху акбар. Эти слова имама передаются в Ад-Дура Руссания в 9 томе, в странице 291. Так посмотрите же, как имам Мухаммад ибн Абдил-Вахаб, также разъясняя свидетельство шахады, сказал: «Вавассама та'аля ахля ширка бил куфри фима ла юхса мин аль-аяти, فلا بد من تكفيرهم أيضا وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته كما في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيدا للنفي فلا يكون معصم الدم والمال إلا بذلك فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله». Всевышний Аллах заклеймил совершающих ширк неверием во многих аятах. Аллах назвал их неверными, и необходимо также нам выносить им такфир. Это требует с нас произнесения слов «Ла иляха илляллах», слова искренности, и не осуществится смысл шахады, кроме как с такфиром тех, кто предал Аллаху сотоварища. Как об этом упоминается в достоверном хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Ман каля ла иляха илляллах» – неприкосновенное имущество и жизнь того, кто сказал «Ла иляха илляллах» «Ва кафара бима ю'баду мин дуниллах» и проявил неверие тагуту, то есть всему, чему поклоняются помимо Аллаха, «Ва хисабуху аля Аллах», а его расчет у Аллаха субханаху ва та'аля. Слова «проявил неверие в тагута», всему, чему поклоняются помимо Аллаха, это усиление отрицания тагута. Это усиление отрицания лжебожеств, тагутов. И не станут запретными жизнь и имущество человека, кроме как с этим условием. Если же имеет сомнение или колебание, то не становится запретными кровь и имущество человека. Эти слова имама передаются в Ад-Дура Руссания во 2 томе, в страницах 205 и 206. И после того, как человек проявил неверие в тагута, отрекся от многобожия и многобожников, вынес им такфир и проявил вражду и ненависть к ним, за ним только следует вера в Аллаха субханаху ва та'аля, что мы, инша'Аллах, возьмем в следующем уроке. Я думаю, инша'Аллах, мы на этом остановимся и продолжим на следующем уроке. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.